Это единственное в Кыргызстане хранилище, где имеется вот почти полный состав вот этой флоры Кыргызстана. Это помещение больше напоминает сарай. Ветхие шкафы, отслуживший свой срок паркет. Кажется, что ремонта и замены мебели здесь не было с момента создания института. В гербарии хранится более 400 тысяч экземпляров растений. Георгий Лоськов боится, что начавшаяся реформа в Академии наук уничтожит уникальную коллекцию. Может быть, это и не будет ликвидировано, но будет свалено куда-нибудь в склад, потому что гербарий без людей, которые занимаются им, он фактически это просто копна сена. Биолого-почвенный институт, которому отдал лучшие годы жизни Георгий Анатольевич, Президиум Академии наук решил объединить с другими институтами. Деньги на исследования не выделяют вообще, говорит ученый, а после реформы может исчезнуть и сам институт. Мы сами пытаемся находить деньги для содержания коллекции, для ее пополнения. Мы заключаем какие-то договора или сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами, которые вносят свой вклад в пополнение и хранение этой коллекции. В соседнем хранилище коллекции насекомых не меньше, порядка 440 тысяч экземпляров, и она тоже может исчезнуть. Биологическую науку под откос пускают. Возмущенные ученые, вооружившись транспарантами, вышли на митинг выразить протест прямо у здания Академии наук. По словам собравшихся, реформы нужны, но делать их нужно иначе. Мы не против реформ, мы не против оптимизации деятельности учреждений системы Академии наук. Мы против тех способов и методов решения этих вопросов. В 1954 году был создан этот институт биологии. И что делать? Зачем закрывать такой институт, объединять его с биотехнологией? Разве это выход? Если нас уничтожат, то считайте, что золотой национальный фонд биоразнообразия погибнет. В конце концов, это может кончиться тем, что биологическая наука погибнет. Руководство Академии наук, согласно намеченным преобразованиям, из 25 научных институтов хочет оставить только 16. Под сокращение рискует попасть до 40% сотрудников. Президент, который должен решать вопросы, не решает уже. Он просто выслушивает, мягко селит, говорит, только письма читает сколько. Я, говорит, вас 2,5 года и так держу. И в конце сказал, если вам не нравится, говорит, уходите на все 4 стороны. Это что за отношения? Президент Академии наук Абдыганы Иркибаев к своим сотрудникам выйти не соизволил. Взять комментарий у него тоже не получилось. Но митингующая научная интеллигенция, чтобы решить свои проблемы, обещает дойти до президента. Шавкат Тургаев, Азат Ынтымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.